بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه قال: Анас, подвижник пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ахатал матару аммат». Однажды, в один год, настолько было, дождев не было, говорит. И стали некоторые мусульмане, пошли к пророку, алейхиссалату вассалам, именно в пятницу, джума, и сказали: «Я Расул Аллах, ахатал матар вадждабатил арду». Дождя нету, говорит, и земля вообще сухая стала, говорит. «Вахалякал мал», и все, наша там трава, наши даже вот овцы умирают. Фарафа ядайхи, тогда, услышав их, пророк, алейхиссалам, поднял обе руки. «Вама юра фис самаи мин сахабатин», и не было, говорит, на небесах тучи, говорит, что как будто вот, дождь идет, когда бывает же тучи. «Фамадда ядайхи хатта раайту баяла ибтайхи». Вот видите, пророк, алейхиссалату вассалам, поднял руки, говорит, что было видно, говорит, подмышки, говорит. Настолько он, состояние такое, как я изначально говорил, поднял руки, вот так поднял. Это же такое весь всех касается же. «Ястаскиллах», он начал просить у Аллаха дождь. «Фама саллейна аль-джум'a, хатта ахамма шабал кариба дари ар-руджу'a иля ахлихи». Как совершили джума, говорит, намаз, в течение 30 минут, 20 минут, мы вышли с мечети, говорит, и самый близкий человек к мечету домой очень тяжело было, говорит, пойти. Настолько, ну, как мы знаем, раньше асфальта же не было. Тяжело ему было, говорит, добраться до своего дома, говорит. Вот знамение пророчества, что Аллах как любит, как отвечает своим близким рабам. «Фадаматил джум'a». И в течение недели дождь не остановилась, говорит. Как мы видели сейчас недавно в Турции, алхамдулиллах, как Аллах спас их. А некоторые люди говорят: зачем кому-то обращаться за дуа? Дуа, который касается тебя, ты обязательно должен обращаться к Всевышнему Аллаху. Это не значит, если ты обратился имамам, алимам, чтобы они делали дуа, это не значит, что ты забыл Аллаха. Нет. Это дает вот пример с этих хадисов, как люди к пророку обращались, халифам обращались, когда касается весь уммы. Но однако некоторые люди переборщили. Они совсем дуа не делают, постоянно шейху пойду, этим пойду. Это тоже не дело, дорогие братья. Надо самому делать дуа. Как Аллах в Коране говорит: «Амма юджибул муддарра иля даа». Кто же отвечает дуа вынужденному человеку, когда он делает дуа, кроме Аллаха, говорит. То есть беда, которая тебя касается лично, как ты искренне от души, никто не сделает дуа ради тебя. А когда касается всех, это уже вообще другое дело. Также были моменты, когда хоть дело касается тебя, ты делаешь дуа и просишь еще другого человека, чтобы он тоже делал дуа Аллаху за тебя. Это шафаат друг другу, как судный день будет шафаат, это то же самое. Поэтому тех людей, которые пошли кому-то, чтобы они делали дуа, их в адрес их тоже плохое нельзя говорить. Это есть в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам. Пришло следующая неделя, джума. Те же абраны пришли к пророку, сказали: «Я Расул Аллах, тахаддаматил буют вахтабасатил рукбан». Наши дома разрушились, говорит. И наши караваны, которые должны приехать, остановились, никак не доезжают, говорит. Дождь. Хадабассама. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, улыбнулся. «Лисурати малалат ибн Адам». Как же сыновья Адам, их надоедает одно же состояние, говорит. Человек хочет, чтобы менялось все. Зима, лето, дождь, ночь, утро. И пророк, алейхиссалату вассалам, «Вакала биядайхи». И своими руками он сказал, то есть дуа сделал: «Аллахумма хавалейна валя алейна». О Аллах, дай дождь вокруг нас и не на нас. Не на нас. Поняли, да? Вот где село, где люди живут, чтобы там не было такого дождя. А вокруг, где нуждаются овцы, караваны, пускай там будет дождь, где там никому не вредит. И действительно, фатакашшатат аниль Мадина, и дождь отошла от Медины, говорит, вокруг Медины было, говорит. Поэтому
когда сильный дождь, ветер, нам тоже следует говорить: Аллахумма хавалейна, валя алейна. О Аллах, пускай вокруг нас будет и не на нас. Поэтому дай Аллах нам понять хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, и любить нашего пророка, алейхиссалату вассалам, и возвеличить его, как Аллах Всевышний возвеличил, как Аллах дал всем понять, что пророк, алейхиссалату вассалам, не какой же человек, как мы все. Тем более они сахабы были. Пророк, приближенный к Аллаху, и надежда приближенных людей всегда надежда больше, что Аллах ответит. Даже были некоторые люди, вот самый простой человек, находили простой, не всегда пошли большим праведником. Видите, такой человек простой, никого не ранит, никого не обидит. Есть такой человек, в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: сколько же таких людей, говорит, сколько же таких людей, которые люди, дверь даже им не хочет открывать, говорит. Их даже принимать не хочет к себе, говорит. Общаться не хочет. Но однако они перед Аллахом великие люди, говорит. Надеюсь, может, этот человек, который я встретил по дороге там где-то, может, один он из них. Просили у него дуа делать. Делай добро за меня дуа. Садака давали ему: делай за меня дуа. Бальки, вот, может, тот человек, который Аллаху Та'ала дуа ответит. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: есть такие люди, если вдруг Аллаху скажет они: о Аллах, сделай так, непременно Аллаху Та'ала их дуа отвечает, говорит. С этого хадиса нам дал пророк понять, что все мусульмане равны перед Аллахом. Но нельзя никого притеснять, надо ценить каждого по отдельности, потому что ты не знаешь, этот человек может намного ближе перед Аллахом, чем ты. Поэтому в исламе нету я такой, мне все можно, остальным нельзя. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.